Китай теряет важнейший корабль у российского берега. Илон Маск судом отстранен от финансирования, а президент попадает в автокатастрофу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Стало понятно, зачем Ким отправляет свои войска на войну. Все намного проще, чем казалось. Сколько танкеров может потерять Россия в день и, главное, зачем? Почему Казахстан срочно распродает свое золото? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. В дагестанском Дербенте произошел вопиющий случай. Сотрудник полиции был ранен из своего же табельного пистолета. По данным источников в правоохранительных органах, нападавшие завладели оружием полицейского и выстрелили ему в бедро. После этого злоумышленники скрылись. К сожалению, не можем показать вам видео полностью из-за правил платформы, но оно есть в нашем телеграм-канале. Приглашаю вас туда. Трое подозреваемых уже задержаны. Известно о них то, что один — это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана, и также утверждается, что один из нападавших — сын местного чиновника. Пострадавший полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь. Президент США Дональд Трамп шокировал заявлением о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, посвященном прекращению войны в Украине. Трамп утверждает, что у него есть конкретный план по завершению конфликта, но детали этого плана остаются загадкой. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти погибшие, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их 2 миллиона, и без причины. Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день умирают люди. Эта война так ужасна для Украины. Более того, Трамп намерен заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским сделку на $500 миллионов, обеспечив США доступ к украинским редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности. Кремль, в свою очередь, тоже реагирует на эту информацию. Что можно сказать по этой новости? По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. А мы спросили мнение эксперта, который внимательно следит за подобными процессами уже довольно давно, у Вадима Денисенко. Судя по всему, Трамп опередил Путина, и в Кремле не готовы были к тому, чтобы комментировать что-либо. Более того, они до конца не понимают, а что можно комментировать, что нельзя, и здесь первую скрипку определенно играет Дональд Трамп. Это очень четко показывает его личную заинтересованность в том, чтобы довести дело до мира и, наверное, все-таки рассказывать о том, что Нобелевский комитет или обязан ему дать Нобелевскую премию, или не дать. Но это такая личная, очень личная такая глубинная психологическая история. Есть вектор Дональда Трампа, который старается ускорить события, и есть вектор Владимира Путина, который, судя по всему, боится Трампа, но при этом старается по максимуму тянуть время. Именно то, что это личное такое вот решение Дональда Трампа, оно может влиять на то, на какие болевые точки может давить или не давить Дональд Трамп по отношению к Украине. Похоже, Россия старается окружить свою территорию мазутным пятном. Сначала китайский танкер выносит на мель. У российского Сахалина застрял танкер, перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. На борту находятся 20 членов экипажа. На Сахалине введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, говорят в российском МЧС. Ситуация остается напряженной, судно загружено опасными веществами, и любая утечка может привести к экологическому кризису. Пока официальных данных о повреждениях корпуса нет, но авария вблизи российского побережья вызывает серьезные опасения на фоне других аварий возле других российских побережий. Это уже второй
случай за сутки. Буквально вчера в порту Усть-Луга начал тонуть танкер тоже, но теперь российский. Совпадение или тревожный знак, как думаете? Детали. В морском порту Усть-Луга ЧП, танкер «Коала», загруженный 130 тысячами тонн мазута, начал тонуть после серии взрывов в машинном отделении. Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, но на его борту находится экипаж из 24 человек, включая россиян, грузин и индонезийцев. 3 мощных взрыва прогремели, когда танкер уже был готов к отплытию. Судно резко начало набирать воду, после чего кормой село на мель. МЧС в спешке расставляет боновое заграждение, пытаясь не допустить разлива мазута, но ситуация остается критической. Официально заявляют, что утечки топлива не произошло. Но вопрос только в том, как долго продержится корпус судна. В случае разлива это может стать еще одной самой масштабной экологической катастрофой в регионе. Илона Маска отключили от госуслуг по-американски. Федеральный судья в Нью-Йорке нанес мощный удар по амбициям Маска и его Департамента государственной эффективности, временно запретив ему доступ к системе государственных платежей Министерства финансов США. Это решение стало ответом на иск 19 генеральных прокуроров штатов, утверждающих, что Маск и его команда не имеют законных полномочий для работы с этой системой. В иске подчеркивалось, что действия DOJ, именно так называется Департамент госэффективности, могут поставить под угрозу финансирование медицинских учреждений, детских садов и экологических программ, а также повысить риск утечки конфиденциальной информации. Реакция Маска не заставила себя ждать. Когда я спросил, есть ли у кого-нибудь в казначействе приблизительная оценка того, какой процент от этого числа является явным и очевидным мошенничеством, консенсус в зале был около половины. То есть 50 миллиардов долларов в год или 1 миллиард долларов в неделю. Это совершенно безумно и должно быть немедленно решено. А в чем проблема? Ее Илон Маск тоже описывает. Там несколько пунктов. Во-первых, нужно указывать код категории для каждого платежа, это облегчит финансовые проверки. Добавлять обоснования в комментарии к каждому платежу необходимо, даже краткое объяснение повысит прозрачность, считает Маск. Ну и активно использовать, регулярно обновлять список, кому не платить. Это предотвратит выплаты мошенникам и другим неподходящим получателям. Маск считает, что 1 год это слишком долго для проверок на терроризм и для того, чтобы понять, добавлять или исключать организацию из списка. Готовится ли Северная Корея к войне с южным соседом? Японский телеканал NHK сообщил, что Москва согласилась помочь Северной Корее в разработке и массовом производстве различных типов ракет и беспилотников в обмен на поддержку с северокорейскими военными российских операций против Украины. При этом Россия неохотно помогает КНДР в разработке именно ядерного оружия, опасаясь ухудшения отношений с США и Китаем. А в Институте изучения войны также отмечают, что Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала. Россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области. Об этом мы поговорили с экспертом Вадимом Денисенко. Правда ли КНДР может готовиться к войне именно таким образом? Один из главнейших пунктов, о чем Трамп будет договариваться на сегодняшний день с Россией с одной стороны, с Китаем с другой и с КНДР с третьей, это успокоение КНДР. В какой форме оно будет проходить, пока сложно сказать, но я хочу всем напомнить, что в прошлую каденцию Трампа, несмотря на провальные, или относительно провальные переговоры с Кимом, во время каденции Трампа не было никаких испытаний, назовем это так, испытаний в сторону Южной Кореи или Японии. Я верю только в то, что всегда было важно для Северной Кореи. Это внутренний абсолютно жесткий режим, непоколебимость внутреннего режима при возможности получать деньги за то, что они такие страшные и ужасные. Я думаю, что сейчас Ким себя выставит на распродажу, и по большому счету он попробует взять деньги с двух сторон. И с русских, и с американцев, и, возможно, даже с китайцев. Поэтому я думаю, что страхов относительно того, что в ближайшее время КНДР сойдет с ума и начнет бомбить Сеул, честно говоря, равны нулю.
В Сербии трещит по швам не только режим, но и президентский кортеж. Во время движения президентского кортежа у машины, в которой находился Александр Вучич, неожиданно оторвалось колесо. Сначала власти пытались выдать это за обычный прокол шины, но позже стало ясно, проблема серьезнее. Министр внутренних дел Джордж Милевич тут же потребовал расследования и даже допустил возможность саботажа или покушения. Инцидент произошел на фоне массовых протестов в Сербии. Вучич уже несколько месяцев сталкивается с народным недовольством из-за своей политики и обвинений в авторитаризме. Его противники считают, что он зачищает оппозицию и строит диктатуру, а протесты идут как в столице, так и в других городах страны. Остается ждать, каким выводом придет расследование: случайность, халатность или чья-то намеренная диверсия. А как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно. Кто лидирует в торговле золотом в мире? Нацбанк Казахстана продолжает избавляться от золотых запасов. Только за последние месяцы продано почти 11 тонн, а в январе еще почти 2 тонны. Среди стран, активно распродающих золото, Казахстан вырвался на второе место, уступая только Сингапуру. На фоне этого соседи по Центральной Азии делают ровно наоборот. Ну и не только они. Список лидеров возглавляет Польша, затем идет Индия, Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Это первая пятерка стран по накоплению этого драгоценного металла. Казахстан же теряет позиции, теперь он второй в рейтинге по объему резервов, уступая Узбекистану. При этом еще в 2024 году Нацбанк Казахстана заявлял, что собирается наоборот закупать золото. Речь шла о 70 тоннах на сумму $6 миллиардов, но пока вместо пополнения резервы продолжают таять. Почему власти Казахстана сливают золото? Ошибочная стратегия или попытка латать дыры в экономике? Пишите, что думаете об этом в комментарии. Геймеры по всему миру были в ярости. PlayStation Network внезапно вышла из строя, оставив миллионы пользователей без доступа к любимым играм. После почти суточного молчания компания наконец восстановила работу сервиса и объявила, что все подписчики PlayStation Plus получат 5 дней бесплатного обслуживания в качестве извинений. Но причины масштабного сбоя так и не были раскрыты, что порождает множество слухов и домыслов среди пользователей. Фанату Лукашенко. Суд Лукашенко вынес приговор за кражу у Лукашенко. Суд Витебского района вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Белвитунифарм» Сергею Большакову. Его признали виновным в превышении служебных полномочий и хищении имущества предприятия в крупном размере. Большаков полностью признал вину, возместил ущерб, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. И штраф в размере 500 базовых величин, это 18,5 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Ранее Большаков заявлял о разработке вакцин от алкоголизма и запоя и был известен как ярый сторонник Александра Лукашенко. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.